Салям достар халайсыздар, кинолькилеріңіз қалай? С вами снова я, Юля. Это наш с вами канал о том, как легко и просто научиться читать по-казахски. И сегодня у нас продолжение темы, связанной с месяцами. Сегодня мы с вами научимся читать что? Правильно, жаз айлара, жаз айлара, летние месяцы. И, собственно, какие летние месяцы у нас бывают? Правильно, маусым, шильде, тамас. Маусом это июнь, шильде это июль, ну и август у нас будет тамас. Давайте научимся же это быстренько читать. Погнали. Жаз айлара. Жаз это лето. В данном случае это будет как прилагательное звучать. Летние. Айлара это месяцы. Вы уже поняли, что ай это месяц, айлар это месяцы. А буква «ы» означает, что в данном случае у нас построено словосочетание между словом «жаз» и словом «айлар». И у нас получилось «жаз айлары». Если прям вот вдаваться в грамматику, то возле слова «жаз» должно стоять еще одно окончание. Но это прям реально грамматика, и я ее объяснять не буду. Ну, пока я еще не так обнаглела. В общем, жаз — это лето, жаз, жаз. Еще, кстати, жаз — это глагол «пиши», от слова «жазу» — «писать». В общем, вот такие дела. А жаз айларе — это именно лето. В общем, вот так вот. Давайте разбираться, какие у нас летние месяцы существуют. Маусым. Маусым — июнь. Мау. Мау. Прочитали, да? И второй слог см. См. У нас написана буква «ы». Она читается, как вы уже поняли и догадались, очень и очень коротко, как будто бы ее нет. Маусом. Маусом. Попробуйте соединить два слога. Маусом. Получилось? Думаю, легко. Дальше переходим к слову июль. Шильде. 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 У нас снова два слога. Шиль, шиль. Там мы видим палочку с точкой, которая делает слог мягким, произносится очень коротко, как будто бы ее нет. Это нечто среднее между буквами «ы» и «и». «У», «у». Прямо здесь подбородочек слегка-слегка напрягается. Вот в этом месте, где в сочетании, где он в шею переходит, именно в этом месте чуть-чуть должно напрячься. Шиль, шиль, шильде. Шильде ударение, конечно же, на «е», потому что палочка с точкой у нас не успевает она звучать так, чтобы на себя принять окончание. Шильде. У нас получается июль. Ну и, собственно, третий месяц. Тамус. Август. Август. Тамус. Тамыз. Снова два слога, ничего сложного. Буква «ы» опять-таки же не читается. Ну и в конце звучит буква «з». Ее не надо оглушать, ведь в казахском языке еще одно из самых главных правил — как пишется, так и читается. И ни одна буква в казахском языке не искажается. Именно поэтому научиться читать по-казахски легко и просто. Вот такие дела. Нужно лишь чуть-чуть тренировочки. Ну все, дамы и господа, рада была вас снова увидеть. Надеюсь, вам нравятся мои уроки. Ну, хотя уроками это тяжело назвать. Тем более, что я не учитель, я всего лишь... Ой, даже не знаю, как это назвать. В общем, душа требует вас научить читать по-казахски. Надеюсь, вам эта история нравится. Делитесь с друзьями, а может быть с врагами. Жду вас в следующих видео. Все,